Бүгін студиямызда лафидежиз музыка için. Автономиянын bu культура тарafı чемрек илерлер. Гагаузиянын артистлери дайыма темсил едерлер автономиямызы түрлүү ярышмаларда. Бүгүндө бир ярышманын паяланнары булнерлер студиямызда. Анадачыклар ниче гиттилер хем аңгы печермеклерлен еве гердүндүлер. Сегодня у нас в гостях руководители Voice Show студии Олеся Барладян и Марина Топал, моя тезка, участница этой группы Voice Show Studio. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. С каким настроением сегодня проснулись? Прекрасное солнечное утро, хоть и немного холодно. Настроение абсолютно прекрасное, потому что наши успехи до сих пор нас не отпускают, и состояние после наших мероприятий очень такое позитивное. Раз уж мы заговорили про мероприятия, прошел какой-то международный конкурс. У нас сегодня в студии эксклюзив. Он не успел закончиться, вы не успели вернуться, и мы вас перехватили сразу же. Никто об этом пока не знает. Расскажите, где были, как называется этот конкурс и кто принимал участие? Начнем с того, что конкурс Crystal Pearl, в переводе «Хрустальная жемчужина», проводится третий раз, но в Молдове он проводился впервые. Организаторы этого конкурса каждый год выбирают какую-то другую страну, где они будут его проводить. И в этом году так случилось, что они выбрали Молдову. И это очень приятно, потому что мы имели возможность, у нас появилась такая возможность принять участие в этом конкурсе. Для нас это было очень волнительно, но при этом я считаю, что мы сделали правильно, что мы туда поехали. Мы показали себя и дали возможность зрителям насладиться нашим выступлением, посмотреть другие выступления и получить опыт. Сколько участников было? Ой, участников было очень много, более 300, это только вокалистов. Были и вокалисты, были инструменталисты, была секция танца. В принципе, сейчас я точно вам общее количество участников не скажу, но было много, да? Очень много участников. Все, вот, даже если нужно было пройти куда-то, надо было протискиваться, потому что настолько много участников было, но это было интересно. Конечно, столько опыта сразу набираешься, смотришь на других. Да, много опыта, много новых знакомств, много друзей встретили, с которыми мы уже бывали на конкурсах, людей, с которыми я когда-то училась, людей, с кем работала раньше. То есть это каждый раз выезд на конкурс для меня это очередная встреча с друзьями, обмен опытом, обмен эмоциями. И всегда выношу только положительное. Зная вас, вы без призовых мест не возвращаетесь. Это уже как вот традиция. На этот раз что удалось заработать? На этот раз мы поехали командой от Гагаузии. Поехала образцовая вокальная студия Voice Show Studio в лице руководителя меня. И я повезла двух подопечных своих девочек, Марину Топал и Терзи Александру. И с нами поехал образцовый танцевальный коллектив эстрадного танца, эстрадного и спортивного, если быть точным, вдохновения. Вот мы уехали такой хорошей командой, и я очень рада, что Гагаузия представила себя на этом конкурсе очень достойно и очень достаточно сильно. Наши результаты, я думаю, что Светлана, когда обязательно появится в студии, она расскажет о своем достижении, потому что это тоже было очень сильное выступление и очень высокая награда так между нами. У нас Сашенька Терзи выступала в номинации «Эстрадный вокал» и заняла первое место. Жюри по достоинству ее оценило, жюри очень понравилось ее выступление, очень нежное, очень приятное. Мариночка у нас выступала в двух номинациях: эстрадный вокал и мировой хит.
И в обеих номинациях было очень приятно, когда в конце все-таки, когда награждали, Марину вызвали на сцену дважды, потому что в обеих номинациях у нее первое место. Честно вам скажу, я стояла за сценой, я очень была рада, остановить меня было сложно, но я выдержала и не выбежала на сцену, чтобы ее поздравить. И в старшей категории уже, скажем так, уже состоявшихся и педагогов, и артистов я выступала тоже, потому что в любом случае, когда ты везешь своих подопечных на конкурс, ты своим примером должен сам показывать, что, как должно быть, что это такое, и, естественно, они должны видеть, что ты, как руководитель, ты тоже участвуешь, и давать им хороший пример для подражания. Я участвовала тоже в 2 номинациях. Это был эстрадный вокал, и я выступила с 2 произведениями, нашими гагаузскими произведениями, наших гагаузских композиторов. Это «Уйку Тюркюсю» колыбельная, авторы Илья Личфилев и Тоджу Занет, и выступила с произведением «Инансин», которое я пела в группе «Серенсу». Мне очень нравится это произведение, и Федор Федорович Родионов любезно мне предоставил произведение в индивидуальное исполнение, и поэтому я с этим произведением и поехала. И за первое произведение первое место, и за второе произведение, оно очень понравилось публике, гран-при. Даже неудивительно, потому что такого замечательного педагога, когда дети постоянно выигрывают, педагог не может остаться в стороне и не получить призовые места. Вот именно потому, что педагог тоже выезжает, педагог показывает, что нужно, как нужно. Дети обучаются не только в классе, конечно, допустим, тому, чему мы их учим на занятиях, и в школе вокала, и в дальнейшем выступлении в Войшоу-студио. Дети должны выезжать и видеть на личном примере педагога, что происходит. И поверьте мне, на таких выступлениях, на таких выездах намного больше опыта получают. Как вести себя на сцене. Они видят, что делается, как ведут себя другие. За сценой, на сцене идет определенный воспитательный, обучающий момент. И выходя на сцену, вот этот вот драйв, который они получают, аплодисменты зрителей, благосклонность жюри, когда жюри в конечном итоге при награждении вызывает на сцену и говорит очень много приятных слов, ну, по факту, честно скажу, по факту, это приятно и подопечным моим девочкам, которые выступают, и мне, как педагогу, это очень приятно. Я понимаю, что мы идем в верном направлении, и это все далеко не зря. А учитывая то, что мы представили Гагаузию, даже руководитель ВАПа, это Всемирная организация исполнительских искусств, Армандо Гукасян, отметил очень сильное выступление Гагаузии, и это было очень приятно. В такие моменты понимаешь, что не зря работаешь. Да. Работать, я как понимаю, приходится очень много. Очень много. Давайте у Мариночки спросим, как она попала на этот конкурс и что ощущала. Марина, вообще вы можете рассказать, как занялись музыкой? У вас кто-то дома есть, кто занимается музыкой, поет, может быть, или вы первая такая? Я с детства люблю петь. Как бы учителя тоже были, но недолго учили, поэтому в основном я самоучка. В семье еще папа со стороны отца, семья поет. То есть передалось вам по наследству? Да, можно так сказать. Такой талант замечательный. Я всегда мечтала петь и не умею, но очень восхищаюсь людьми, которые умеют петь, которые вот с детства слышат музыку, понимают ее и могут воспроизвести. Знаете, говорят, что петь никогда не рано, никогда не поздно. Поэтому еще далеко не поздно научиться. Возможно, я тоже приду к этому. А как попали в студию Войшоу-студию? Я увидела рекламу и очень захотелось пойти на уроки Лизы Георгиевны. Уже профессионально заняться музыкой. Да, я позвонила, Лиза Георгиевна меня пригласила Собеседование, наверное, было, да? И мы решили, что я буду в дальнейшем у нее обучаться.
И прошел почти год, и Олеся Георгиевна предложила мне выступить на конкурсе. На вот этом, котором вы были, да? Да. Это ваш первый конкурс? Нет, это мой первый международный конкурс. Я в международных конкурсах раньше не участвовала. Ощущения очень разные. Было и немного страшно, и в то же время очень хотелось выступить, показать свой талант. И я даже не ожидала, что получу первое место. Вот это вот, наверняка вы не первая выступали. Вот это вот ожидание вашей очереди. Что вы в этот момент чувствуете? Волнение. В этот момент, когда ждала, очень волновалась, думала, как все пройдет. А когда вы ходите на сцену, забывается это волнение? Или все так же волнуетесь? Вначале, когда звучат первые нотки песни, все так же волнуюсь, но потом погружаюсь в песню, и потихоньку волнение улетучивается. А эмоции, когда слышите свое имя, фамилию и озвучивает «заняла первое место»? Очень трепетно. Я как будто в бабочке в животе. На самом деле Мариночка немножко скромничает. Вообще она у нас девочка скромная. И выйти на сцену бывает достаточно сложно, потому что перебороть себя, перебороть свои эмоции, переживания о том, что не получится, забуду, неправильно воспримут или что-то вот такого плана, вот оно всегда присутствует. Потому что если человек будет всегда думать, все, я молодец, я классно, я сейчас выйду, сейчас все сделаю, оно стирает какое-то естественное волнение, естественное ощущение, оценочное ощущение себя. Поэтому, когда я слышу от своих девочек, от своих учениц о том, что я переживаю, волнуюсь, я говорю, скажи спасибо, это хорошо, это здорово, это говорит о том, что ты еще способна переживать, способна чувствовать, и вот то, что ты сейчас чувствуешь, просто направь его в правильное русло. Не на то, что я где-то забуду, не сделаю, а вот именно подумай, как я могу это ощущение перенести на ту историю, которую я рассказываю в песне. И достучаться до зрителей. Слава Богу, получается. Вы когда сидите в зале и видите, вызвали на сцену, пригласили вашу подопечную, она начинает петь, вы видите, что она волнуется, как никто видит. Вы знаете, получилось так, что у нас не получилось сидеть в зале. Дело в том, что мы выступали, нам, наверное, везет, и мы всегда выступаем одни из самых-самых последних. Мы выступали фактически в 10 вечера, когда уже там не столько волнение, сколько усталость. Целый день, потому что мы приехали утром, была репетиция, чтобы мы почувствовали ощущение сцены, потому что первая половина дня у нас фактически аж часов до 3 выступали хореографические коллективы. И сначала их надо, они разводку на сцене должны сделать, потом пока они выступят, мы сидим, ждем, и каждый раз на время. Скоро мы, скоро мы, скоро мы. Потом, когда далось время перерыва для жюри, которое занималось хореографическими коллективами, оно ушло. Пришел другой состав жюри, тот, который отвечает за вокальную секцию. И мы когда посмотрели, что у нас было, какими мы по счету будем выступать, мягко говоря, было немножко... На самом деле были очень смешанные чувства, потому что когда мы поняли, что мы последние, и мы должны все это выждать, сначала сидели в зале, слушали. Потом мы стали понимать, что если мы будем сидеть и слушать абсолютно всех, нас просто не хватит. Потому что когда ты выходишь, даже в зале сидишь, ты тоже вслушиваешься, ты участвуешь, ты устаешь вместе с теми выступающими артистами, теми конкурсантами.
И мы просто уже решили немножечко отключиться, выйти погулять, но все равно время, потому что мы примерно знали, примерно во сколько, а оно все оттягивается и оттягивается, все оттягивается и оттягивается, потому что конкурсантов много, и в общей сложности, пока мы разобрались, пока мы выходили на сцену, уже не было как такового никакого волнения, ой, как восприму. Самое главное было выйти, вот как мы говорили с Мариной, выйди и покажи все, что мы сделали, все, что ты можешь, а я знаю, что ты можешь многое. Тут самое главное – выдержка, и вот мы должны показать себя, не потерять, а наоборот, показать и улучшить то, что мы привезли. И как-то вот оно достаточно спокойно прошло. Да, мы переживали, получилось, что выступали мои девочки, и следом выступала я. И я была за сценой, я не могла их послушать, даже заснять из зала не имела возможности. Мы выступали, получилось, что один за одним выступили. И после этого, когда жюри ушло на перерыв, оно ушло на обсуждение, на выявление оценок. И вот это вот на самом деле было очень волнительно, потому что все равно включается мозг, и ты начинаешь понимать, что ты все-таки на конкурсе, что все-таки это оценки. Хотя к такому периоду времени уже, наверное, где-то кажется все равно, но надежда внутри какая-то сохраняется. И когда стали вызывать на сцену и говорить места, когда моих девочек вызвали и сказали, что они заработали первое место, я не знала. Вот честно, меня за сценой, наверное, нельзя было остановить, потому что я прыгала как ребенок. Уже не важно было, какое место вы заняли. Да, на самом деле да, потому что, понимаете, всегда, я говорю, когда мои дети выступают, потому что они все мои дети, все, кто занимается у меня, даже не важно, что ты получаешь, мне проще менее эмоционально выйти и самой спеть, чем сидеть и слушать, и вот за сценой дрожать за каждого из них. И когда я понимаю, что вызывают Сашеньку, и ей показывают, ей вручают первую премию в своей категории, когда вызывают Марину, ей вручают одну первую премию в одной категории, ей во второй категории вручают первую премию. Я уже не слышала, не видела ничего. Когда уже вызывали меня просто уже выталкивали на сцену, потому что я уже не слышала, когда меня вызывали. Реально просто выталкивали. Тебя вызвали, выходи. Когда в первой номинации первая премия, я не поняла, что происходит. И когда во второй номинации сказали гран-при, я не верила, честно. Это настолько непередаваемое ощущение, когда ты получаешь гран-при, когда тебе вручают вот этот вот большой кубок, он тяжелый, ты не знаешь, что ты стоишь на сцене, ты просто не знаешь, что с ним делать дальше. Когда тебе один диплом, второй диплом, один кубок, второй кубок вручают. Знаете, это, наверное, просто надо пережить, потому что это классно, это настолько здорово. И в конечном итоге, когда председатель Армандо Гукасян еще раз вызывает на сцену и вручает трофей, там слов просто нет, просто стоишь и киваешь, да, спасибо, но это реально, вот это сон. Это на самом деле как во сне, потому что одни эмоции. Вот когда едут на такие международные конкурсы и не завоевывают места, бывает разбор полетов. Да. Вот, как принято это называть. А когда вот приехали все с первыми местами? Все равно разбор полетов есть. Все равно есть. Все равно есть. После мероприятия я общалась с директором конкурса. И как-то вот мы так подружились. И она говорит: у тебя же все классно, твои же девочки классно сделали, классно выдали, молодцы. Я говорю: я недовольна. Она говорит: слушай,
ты понимаешь, что они приехали с первого, то есть они получили первые места. Я говорю, у меня еще миллион всего есть что сказать, что нужно улучшить. Но я, наверное, как преподаватель никогда не остановлюсь, я никогда не успокоюсь, потому что когда далеко не надо было ходить, мы уже когда сели, все уставшие, я все равно так, там надо было вот так, там надо было вот так. Я не знаю, плохо это или хорошо, но сейчас, пока есть вот это вот, пока не забылось, мы это сразу проговорили, проработали, где-то у себя там отложилось, и все. На сегодня все. Слава Богу, что, наверное, сразу, потому что если бы это было уже после здесь, уже после мероприятия, как на второй, на третий день, я бы нашла еще больше. Поэтому я все-таки решила, что мы на этом остановимся. Хватит, да? Хватит. Сейчас вы не знаете, но мы связались с Александрой, которая тоже принимала вместе с вами участие. Она записала видеообращение. Сейчас мы его включим и вместе посмотрим. Всем привет! Меня зовут Александра Терзи. Я участвовала в международном конкурсе «Хрустальная жемчужина» и стала призером, заняв первое место. Я представляла вокальную студию Voice Show Studio под руководством Барлазян Олеси Георгиевны. На конкурсе я исполнила песню Полины Гагариной «Миллион голосов». Мне очень понравился необычный формат проведения конкурса. Я получила яркие эмоции от просмотра выступлений других участников. Было очень волнительно выступать, так как это был все же международный конкурс, и в нем участвовали представители различных стран. И мне очень хотелось оправдать проявленное ко мне доверие Олеси Георгиевны. Я бы хотела выразить слова благодарности организаторам конкурса, жюри, ведущим и всем тем, кто помогал реализовать данный конкурс. Я бы хотела поздравить свою коллегу Марину Топал с призовым местом и Олесю Георгиевну с гран-при. Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять вершины многих других конкурсов и привести в Гагаузию еще не одно призовое место. Александра Очень приятно. Александра учится в экономической академии. Да, Сашенька учится в экономической академии, и она не так часто может приехать, но мы продолжаем работать, мы продолжаем держать связь, и те, кто занимается у меня, не обязательно должны находиться здесь. Мы можем заниматься и онлайн, и когда она имеет возможность приезжать, мы занимаемся офлайн. Благо сейчас у нас есть такие шикарные, уникальные возможности. Главное желание. Кстати, в продолжении Сашиного интервью я хотела бы на самом деле поблагодарить Армандо Гукасяна, который является председателем Всемирной организации исполнительских искусств, потому что с этим человеком я уже знакома не первый раз, как бы не первый раз его вижу, и не первый год знакома, потому что этот человек делает конкурсы по всему миру, давая возможность всем проявить себя, показать себя. Я очень благодарна за то, что меня свела судьба с этим человеком. Огромное ему спасибо и за такие конкурсы, за проведение, за шикарную организацию. Директора конкурса Наталью Красничук, потому что этот человечек настолько, вот она настолько душевная, она как мамочка собирает возле себя всех, и у нее всегда можно узнать все какие-то вот мелочи, детали. Настолько шикарная организация конкурса, настолько все четко продумано. Но они профессионалы своего дела. И хочу поблагодарить председателя жюри, даму Евгению Урсу. Евгения Ивановна, огромное вам спасибо, потому что так как вы относитесь к конкурсантам, наверное, больше никто не относится, потому что всегда и подбодрит, даже тогда, когда бывает выходит в коридор, и подбодрит каждого, она замечает каждого, она знает всех. Понимаете? Она видит всех, она знает, она поименно знает всех. Даже тех, которые, допустим, вот Марина, Саша, которые
которых она еще раньше не видела. Кстати, Саша, она, может быть, и помнит, потому что Саша участвовала, мы в 2019 году у Евгении Ивановны на конкурсе «Констеллация Талентилор» были и привезли ансамблевое первое место. И Мариночку она не знала, но я удивляюсь тому, что она каждого всегда знает поименно. Это настолько приятно, это такое душевное отношение ко всем. И с ними всегда очень приятно иметь дело. Это профессионалы своего дела с большой буквы, на самом деле. Огромное им спасибо, и хотелось бы пожелать, чтобы они еще очень долго радовали нас и своим присутствием, и организацией мероприятий. И мы всегда будем ездить на их мероприятия. Выступления еще нету, видео с ваших выступлений, но... Еще нет никакой фактической информации, потому что на самом деле вы нас просто выдернули. Мы еще даже не получили, вот у нас буквально какие-то фотографии, которые мне наши ведущие скинули, несколько фотографий, которые делались, потому что мы на данный момент не имеем еще видео ни одного выступления, и толком даже фотографий не имеем. Я как сказала, у нас всегда эксклюзив на ГРТ. Но у нас есть выступление Марины с благотворительного концерта. Ты исполняла там ту же песню, что и на конкурсе. Да, Мариночка выходила с той же программой, да. Да, предлагаю послушать, пока посмотреть, а потом, когда появится видео с конкурса, мы обязательно их тоже включим в наш эфир.
Прекрасное выступление, прекрасный образ. Марина, благотворительный концерт стал для вас как вот площадка для репетиции перед самим выступлением. Наоборот, благотворительный концерт у нас был уже позже. Мы приехали сразу с корабля на бал. Точно, мы перепутали дни. Да. То есть вы уже не так сильно волновались, вы уже Мы приехали с опытом ночью. приехали. Мы приехали ночью, практически под утро, и на следующий день мы выступали уже на благотворительном концерте. У вас такой красивый образ, Марина. Как вы его находили, прорабатывали? Чьи это были идеи? Расскажите немного про это. Идеи это были Олеси Георгиевны. Платье мы очень долго искали. Да, мы образ очень долго подбирали, потому что у нас 2 произведения было. Второе произведение «Angel», и хотелось объединить, чтобы, знаете, бывает часто в одном образе выходит исполнитель, да, в первой песне, и этот образ остается на второй песне, но он уже не всегда соответствует. И понимая то, что образ был подобран под первое произведение, многие уже просто понимают и, скажем так... Не такой эффект. Не такой эффект, да. Мы искали вариант, чтобы этот образ подходил и под одно, и под второе произведение. Мы думали, что Марина будет 2 произведения подряд исполнять, но получилось так, что нас поставили так. Выступала я на конкурсе, выступила я с гагаузской песней акапельной. Дальше Марина спела вот эту песню. Или «Angel» мы первый пели? Да. «Angel», Angel да? первый. «Angel» мы спели, а потом у нас выступила Саша, спела «Миллион голосов», потом Марина вышла, спела эту песню «Fight Song», и в конце уже пела я гагаузскую «Нансен», и, ну, так, уже жюри попросила, говорит, а можно так еще что-нибудь для души? И, ну, мы уже... Им так понравилось? Да, они уже были расслабленные, и, ну, мне очень нравится Патрисия Каас, и я спела ее песню «Мон Макембуа», жюри танцевала уже, мы уже все расслабленные, уже все понимают, что все закончилось на этот день, и вот просто, говорят, для души можно? Можно. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да, поэтому мы и старались, чтобы нам... Просто когда мы приехали, нам уже сказали, что вы выступаете все одним блоком, и уже дали Марине передышку между 2 этими песнями, поэтому в любом случае нам не переодеться не успеть, не... Ну, хотелось оставить, сохранить вот этот вот образ, чтобы он был и к первой песне подходил, и ко второй. И вот, слава Богу, я считаю, что нам все-таки удалось это. Я считаю, что вам удалось прекрасный образ. Что насчет вот песни? Песня на английском языке, первая, вторая. Да. Марина, как вам, тяжело ли вам вот передать суть песни? Не все же знают английский, не все понимают. Вот как вы прорабатываете песню перед тем, как ее исполнить? Для начала прорабатывается сам текст песни. Нужно сначала найти перевод, вникнуть в него, и уже потом начать разучивать саму песню. В этой песне говорится о том, что девушка хочет добиться чего-то. Сама песня переводится как «боевая песня». Я считаю, что она мне очень подходит, потому что я тоже очень стремлюсь к своей мечте, хочу добиться какого-то успеха. Марина на самом деле боевая. Да? По На вам не самом скажешь. деле боевая. Вы так скромно сидите и не хотите о себе рассказывать. Какая у вас мечта? Можете раскрыть? Или считаете, что если говорить о мечте, то она не сбудется? Не знаю, нет. Пока не хочет. А где вы себя видите, например, через 5 лет, на какой сцене? Я даже не могу ничего сказать. Пускай это останется сюрпризом. Ну, пускай, посмотрим. Мы будем следить за Мариной, за ее творчеством. И через 5 лет обязательно увидим ее на каком-нибудь престижном конкурсе, Я тоже в на этом первом уверена. месте. Я в этом уверена, потому что Марина на самом деле боевая. Она сейчас скромничает. А когда мы познакомились с Мариной, я вам открою такой вот, приоткрою, можно, Марина, немножечко приоткрою? Марина имеет очень твердый характер. Я имею твердый характер. И вот пока мы друг друга изучали, пока мы привыкали друг к другу,
Ну, наверное, наши занятия действительно можно было бы называть боевыми действиями, потому что я пыталась объяснить, как нужно. Марина знает, она это видит по-своему. И мы искали компромисс. Но я очень рада и довольна тем, что мы все-таки на одной волне. Мы поняли, что мы хотим одного и того же, чтобы Марина пела и пела отлично. Поэтому где-то Марина немножечко себя собрала, где-то я себя собрала. Ну и вот результат. Результат замечательный. Мы, конечно же, желаем вам творческих успехов, побольше таких конкурсов. Я заметила, они вас заставляют, это плохое слово. Они придают сил. Да. Двигаться дальше, понять, что вся эта работа, которая была проделана до, она не зря, и надо еще больше работать, чтобы... И очень приятно, что у нас есть в Гагаузии такие замечательные, талантливые артисты, которые вот не просто выступают на конкурсах, а при этом еще и представляют Гагаузию. Да. Поют я на очень рада гагаузском тому, языке, на родном языке. Да, я рада тому, что Гагаузия всегда представляется достаточно сильно, пускай, хотела сказать не так часто, но все-таки часто. Я думаю, что часто, да. И очень хорошо, что есть возможность нашим детям участвовать не просто, допустим, на городском уровне, да, на региональном уровне, на уровне Гагаузии, но мы выезжаем и на республиканский, и на международный уровень. Сейчас в мире о нас знают, и это хорошо, это очень хорошо, и всегда рады нас видеть и слышать, а особенно наш гагаузский язык. Кстати, я вам скажу, когда я приехала с песнями, обе песни были гагаузские, все спрашивали, что за... Есть люди, которые еще не знали, и спрашивали, что за язык, откуда вы. Мы рассказывали, что мы из Гагаузии, вот это гагаузский язык, и наши песни вот так вот переводятся, вот они такие. И Иналсын, и Уйку Тюркюсю. У меня было, не знаю, для меня это было принципиально исполнить на гагаузском. Я могу и на других языках петь, вот как уже впоследствии на французском спела. Но я все-таки считаю, что, во всяком случае, для меня сейчас это будет правильно, если я буду представлять Гагаузию и представлять ее именно на гагаузском языке, потому что у нас есть коллективы народные, которые представляют народное искусство. Мы же несем эстрадное пение, и у нас тоже есть песни на гагаузском языке и очень интересные эстрадные произведения, поэтому мир должен об этом знать. Вам честно хочу сказать, что было очень приятно, когда в конце вызвали, вручали трофей за продвижение гагаузской культуры и искусства на международном уровне. Вы знаете, это для меня самая высокая награда, гораздо выше, чем даже тот же гран-при. Приятно, что у нас есть такие патриоты своей родины и везде, не стесняясь, говорят о том, что они из Гагаузии и прославляют и язык, и культуру, и двигает ее вперед. Я люблю свой дом. Я очень люблю свой дом. Это замечательно. Спасибо вам, что сегодня ваше утро началось с нами. Было очень приятно с вами познакомиться. Мы вам, конечно же, еще раз желаем творческих успехов. И пусть этот день пройдет для вас. В общем, вы можете смело отдыхать. Хватит работать. Вы знаете, у нас есть очень много всего интересного. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас есть в школе вокала и другие детки, которые тоже хотят выступать на конкурсе. У нас есть свое шоу-студия, которая готова выступать уже везде. Поэтому нам некогда засиживаться. И у нас в ближайшее время есть еще мероприятия, куда мы обязательно должны попасть. Отлично, тогда мы будем ждать вашего возвращения к нам в студию, где вы расскажете уже о других детках, которые тоже будут выступать. Saygılı seyirciler, bizim programımız ilerler. Kalın bizimle ileriye doğru da bir meraklı programa size din hazırlandı.